Добрый вечер. Мы продолжаем. Программа «Бугунь» в эфире. Я Роман Спиридонов. И гость этого часа, этих минут, которые остались до Замана, который будет в 19:00, Эскандер Бариев, член Меджлиса и глава Крымско-татарского ресурсного центра, с нами на связи. Добрый вечер, Эскандер Агам. Вы меня слышите? Алло, добрый вечер. Хочу с вами обсудить вот такую новость. Оккупанты снова начали внедрять свой нарратив о том, что Турция может претендовать на Крым. И вот так называемый постпред Путина в оккупированном Крыму Георгий Мурадов заявил, цитирую: «Турция заинтересована в том, чтобы Крым оказался в деградирующей и разваливающейся Украине с перспективой последующего получения территориальных приобретений. Иллюзорность этих расчетов доказана историей. Именно они приводили османских лидеров к краху. Стоит напомнить древнюю мудрость о том, что забвение истории лишает будущего тех, кто это допускает». Но я так понимаю, что суть этой фразы в том, что Турция имеет какие-то территориальные претензии и надеется, что у слабой Украины Крым можно отобрать. Вот, ну, мы уже неоднократно говорили, что это такой российский нарратив, который вот как страшилка запускается к людям. Но вот почему опять снова, как вы думаете? Ну, в первую очередь, мы же видим, какие взаимоотношения, как налаживаются взаимоотношения между Украиной и Турецкой Республикой. А ведь на самом деле вот в эти дни как раз-таки и министр иностранных дел Дмитро Кулеба, он находится с визитом в Турецкой Республике. Были встречи с его коллегой именно господином Чавушоглу. Но то, что действие так подобное Российской Федерации, это не новости, это не впервые. Ведь на самом деле, если мы проанализируем даже все годы независимой Украины, то если мы поднимем все, ну даже аналитические какие-то источники, которые готовились в Украине, разрабатывались непосредственно на территории Крыма, то больше угрозу рассматривали в крымских татарах и в Турецкой Республике. А именно с Российской Федерацией как раз-таки больше рассматривали как братские дружеские взаимоотношения. В итоге мы пришли к 2014 году, когда как раз-таки братская страна оказалась агрессором и оккупантом, а Турецкая Республика четко на международных всех площадках по сегодняшний день четко заявляет, что Крым является частью Украины, и Турецкая Республика официально выступает за поддержку или за территориальную целостность Украины. Кроме того, мы уже сегодня в том числе очередной раз слышали, что Турецкая Республика является или активно и публично поддерживает Крымскую платформу. И на самом деле это очень важный посыл, потому что Турецкая Республика является в контексте черноморской безопасности, вернее, безопасности в Черноморском регионе, и в контексте взаимоотношений, как раз-таки Турецкая Республика сегодня в Черноморском регионе является одной из сильнейших стран, и как по военному потенциалу, так и по экономическому. Поэтому мы же видим ряд моментов, если проследить, опять же, все международные взаимоотношения, с одной стороны, Турецкой Республики и России, это если взять и Ливию, и Сирию, и Карабах, то мы видим, что в принципе ну, там нет прямого столкновения, но есть все-таки определенные противостояния между Турецкой Республикой и Российской Федерацией, и мы видим, что Турецкая Республика все-таки выигрывает в этих взаимоотношениях. И понятно же, в борьбе за Украину Российская Федерация целенаправленно, во-первых, хочет напугать крымчан, я имею в виду русскоязычных, с другой стороны, также будет пытаться внутри украинского общества разворачивать антитурецкие настроения. Хотя я считаю, что Украина должна была еще в те годы, первые годы своей независимости, выстраивать баланс в национальных интересах своей страны, баланс, скажем, влияния на Украину с разных сторон. И тогда бы мы не пришли бы к 2014 году и не был бы оккупирован Крым. Но ведь этот посыл, он почему-то всегда находит благодатную почву и в Украине. Почему-то некоторые политики до сих пор вспоминают об этом, когда речь заходит, например, об изменении статуса автономной республики Крым на национально-территориальную. Вот Вот как раз
это самая главная страшилка, которая выстраивалась на протяжении многих, да, десятилетий, а даже, может быть, и больше. И понятно, что в украинском обществе еще не все готовы к тому, дело в том, что сама даже историография, которая описывалась, это советская историография, это историография царской России, в том числе уже даже независимой Украины, где Турецкая республика, вернее Турция больше рассматривалась, и Османская Турция больше рассматривалась как враг. Хотя, с другой стороны, мы, когда больше начинаем читать и изучать историю, взаимоотношения, то даже Филипп Орлик, автор первой конституции Украины, он как раз-таки получал образование в Крыму, он хорошо владел крымско-татарским и турецким языками. Об этом, к сожалению, в украинском обществе очень мало знают. А, Дело в том, что в Крыму, прошу прощения, в парламенте была создана платформа, крымская платформа, в нее это межфракционное объединение, в которое вошли представители и «Голоса», и ЕС, и «Слуги народа». Сопредседателями стали Рустем Умеров, Мустафа Джемилев, Елизавета Ясько. Как вы оцениваете это событие? Но, скажем, в целом, я буду прагматичен во всех этих вопросах, потому что межфракционная группа или межфракционное объединение — это не впервые. Подобная межфракционная группа «Крым» еще была в 2014-2015 годах, и возглавлял ее Куницын. Другой вопрос, что та межфракционная группа, она была абсолютно неэффективна, потому что не работала. Поэтому здесь очень важно, о том, что межфракционное подобное объединение нужно, я являюсь сторонником этого, и мы тогда еще в 2014 и 2015 годах говорили об этом, что необходимо, чтобы была такая межфракционная группа, потому что в рамках данного объединения могут быть коммуникации между депутатами разных фракций по теме Крыма, это раз. Во-вторых, в концепции Крымской платформы однозначно предусматривается уровень межпарламентского сотрудничества, и, соответственно, те депутаты, которые будут заниматься вопросами Крыма, они будут работать со своими коллегами в парламентах других стран. Это тоже очень важно. И третий фактор. Дело в том, что когда мы говорим о вопросах деоккупации и когда мы говорим о развитии Крымской платформы и выполнении основных задач, понятно, что без, скажем, деоккупационных законов это нереально и невозможно. Вот как раз-таки основная задача данной межфракционной группы или объединения «Крымская платформа», как раз-таки основой должно быть законотворческая деятельность в контексте деоккупации Крыма, то есть разработка ряда деоккупационных законов в Украине. И, соответственно, конечно же, я это поддерживаю, я считаю, что это очень важно. Другой вопрос, насколько эффективно будут работать. Но, конечно же, то, что сопредседателями стали как минимум уже представители 4 фракций, то здесь «Голос», Европейская солидарность, «Слуга народа», нет, 3 фракции, да, получается, то здесь уже во всяком случае мы можем говорить о большинстве голосов в парламенте. И я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем увидеть уже, скажем, принятые законы именно деоккупационно, а их достаточно много, над которыми нужно работать и принимать. Ну, например, какие бы вы ждали законы в первую очередь? Ну, в первую очередь, опять же, когда мы говорим вообще о том, каким мы хотим увидеть Крым, потому что стратегии деоккупации и стратегии платформы крымской, конечно, мы должны уже построить модель Крыма и, соответственно, всем представлять. Для того, чтобы это было понятно и крымчанам, понятно и украинцам, я имею в виду из материковой части Украины, и также понятно международному обществу. Далее, конечно же, нужно говорить о законах по, скажем, переходному правосудию, когда мы должны давать основные посылы. Далее мы должны все-таки вернуться к вопросу о свободной экономической зоне Крым и так далее. То есть здесь порядка 10 законопроектов уже на сегодняшний день можно перечислить, в каких направлениях необходимо работать. Давайте обсудим еще одну инициативу. Инициатива делегата фракции «Голос» Рустема Умерова
Он, выступая с трибуны, заявил, что необходимо создать межведомственный координационный центр, который бы сосредоточился на вопросе освобождения украинских политузников. Давайте послушаем. Наші громадяни в російських тюрмах перебувають в нелюдських умовах. Внаслідок російської агресії сім'ї громадян України, які стали заручниками Москви, залишилося без батьківської опіки та уваги 186 неповнолітніх дітей. Це страшні цифри. Незважаючи на це, ми досі не маємо єдиного органу, на який було покладено координацію роботи по звільненню наших громадян. У зв'язку з цим пропоную утворити міжвідомчий координаційний центр, завданням якого буде звільнення громадян України, які були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії. Ми маємо чітко зрозуміти, як відбувається процес звільнення, хто формує списки на обмін, хто відповідальний за процес перемовин та складання цих списків. Маємо підтримувати постійний зв'язок з родинами політв'язнів, розуміти, чи надається їм правова та матеріальна допомога, чи інформуються родини політв'язнів про проведення перемовин щодо звільнення. Еще одна инициатива, автором которой является депутат от фракции «Голос», делегат Курултая Рустем Умеров. Необходим ли такой межведомственный орган, координационный совет, центр? На самом деле ситуация сложилась такова. Сегодня действительно есть различные такие инициативные группы или, скажем, различные рабочие группы, или в том числе и при Министерстве иностранных дел, и при офисе президента, и так далее. И действительно одна группа, хотя ряд людей, в том числе правозащитники, я в том числе вхожу в несколько подобных групп, вопрос в итоге заключается в том, что в основном вопросами обмена занимается, конечно, офис президента. Другой вопрос, что необходимо делать и какие необходимо шаги предпринять. И действительно, я поддерживаю такую инициативу, потому что должна быть четкая координация, и тем более мы здесь уже говорим о целой ветви власти, это законодательной власти, в данном случае Верховная Рада Украины, потому что до сих пор нет закона о политвязнях, о политзаключенных в Украине. И, соответственно, здесь я знаю, что в офисе президента рассматривается, сейчас обсуждается вопрос, я также участвовал в этом обсуждении, но многое зависит от депутатов, потому что они непосредственно должны принимать решения. И как раз-таки подобное заявление депутаты сделали в преддверии той кампании, которую Liberate Крыме, Крымско-татарский ресурсный центр и Меджлис крымско-татарского народа планируют начать, посвященных Международному дню прав человека. Мы неоднократно говорили о кампании «Аталых» или «Крестный отец». И мы больше работали на уровне, скажем, европейских депутатов, депутатов национальных парламентов стран, для того, чтобы политики брали политическое шефство. Сегодня мы уже будем анонсировать в начале следующей недели о том, что мы будем обращаться к каждому депутату индивидуально. И 10 числа мы будем проводить пресс-брифинг возле Верховной Рады Украины. И, соответственно, вечером будем, скажем, показывать инсталляцию с портретами политузников. И акция называется «Депутат Верховной Рады, а ты взял шефство над политузниками». То есть таким образом наша задача как можно больше вовлечь в процесс именно украинских политиков. Потому что мы много требуем от европейских политиков и американских, но при всем том хотелось бы видеть, насколько активно и четко будет работать украинский политик, украинский депутат, как он будет брать шефство над политузниками, как часто он будет выступать, какая его будет законодательная инициатива в этом вопросе, ну и насколько эффективно и правильно он будет работать со своими коллегами на Западе. И, конечно же, это будет очень важно, потому что мы в письмах, которые мы начали уже рассылать, в каждом письме будет четко обозначены критерии, именно что необходимо и рекомендации, что необходимо делать депутатам. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Искандер Бареев, член Меджлиса и глава Крымско-татарского ресурсного центра. Наше время подошло к концу. Через 5 минут в этой студии Уринеси Тумерова с украинским выпуском новостей. Не переключайтесь.